Да, вроде как бы не саха, но когда мы начали заниматься приложением, получается, приложение по изучению якутского языка. Сахатылы горвери, теря-ря, сахалытого бигарки. Почему ты хорошо не говоришь по-якутски, если ты обучаешь якутскому? И тут мой муж предложил очень хороший ответ. Ну, как бы я сама особо не обижалась на эти комментарии, потому что я давно блогер, я давно на публике, я знаю, что такое критика, как бы меня это особо не штормит, не тревожит. Муж вообще гениальную фразу сказал. Ну, а вы знаете якутский язык, почему вы до сих пор его не развили? Все, и у меня сразу отпали все, пожалуйста, как бы и вопросы к этим людям, и никакого негатива нет, и очень легко воспринимается. Вот главное видеть свою цель, идти напролом, понимать, что ты делаешь вообще, что твоя... Я понимала изначально, что наша целевая аудитория — это русскоязычная, не сахаязычные. Зачем им, людям, которые хорошо знают русский язык, зачем наше приложение? Не нужно. И если мы хотим увеличить количество сахаязычных, нам надо идти на тех, кто говорит на другом языке, на русском в частности, да? За счет них увеличивать количество знающих якутский язык. Вот и все.